Петух закукарекал у порога, готовь угощение для гостя дорогого, гласит абазинская пословица. Гостеприимство является одной из наиболее ярких черт культуры народов Северного Кавказа. Гостю предназначается самое лучшее, что есть в доме. К нему обращено все внимание хозяев, все тепло души. Даже нежданному гостю в горском доме всегда рады, и для него всегда найдется угощение. Ну, а если о приезде гостя известно заранее, то его встретят чем-то особенным. Сегодня мы гостей не ждали, но вот наш петушок явно кого-то зазывает в гости. А вдруг и вправду зазовет? Надо бы подготовиться. Чем бы таким удивить наших возможных гостей? Давайте приготовим им чамука. Уверена, кто бы к нам сегодня не пришел в гости, они давно не ели это блюдо. Места проживания абазин экологически чистые. Родниковая вода, изобилие зелени, реки, берущие начало у подножия ледников, разнотравие и наличие различных лекарственных растений. Все это придавало отличные вкусовые качества продуктам питания – мясу, молочным продуктам, зерну, меду. За день до того, как собираются готовить чамоква, готовят сычужный сыр без соли и оставляют на сутки. И у хозяек всегда в запасе были готовы сыр и сметана. В древности с молока снимали сливки и получалась сметана. Сейчас же абазины, так же как и все, используют для этих целей сепаратор. Хозяйка заливает молоко в чашу сепаратора. С одного желоба течет обезжиренное молоко, а с другого – вкусная сметана. Абана катастрофа шапша молодежь. Камштах аппар. Вот он это зачужбща я аппар разговори. В чугунную кастрюлю мы ложим сметану. Агаласчи. В сметану добавляем взбитые домашние яйца. Добавляем воду. Перемешиваем. Чтобы масса стала однородной. Пока наша масса закипает, мы готовим сыр. Мы ее должны нарезать соломками, длинными соломками.
أنا تخشنا زلي زلي لحتان أنا تخشنا زلي لحتان وجلا حفظنا أنا أشي جبني لحتان خوش أشي مكوبني. Мы берем кукурузную муку, разводим ее с водой, добавляем в нашу кипящую смесь. قيادة شج قيادة وجا شالح بسخوش يا وتت بزيتا أقاقا وتا من ديس إقلاس وتقوني شفاوش. В нашу кипящую смесь мы добавляем сыр и перемешиваем ее. أيرك قوعة ميجتا. Что за это шутина? أري وجه حلقد أقل بقى حرفيني حرقلي تنيجك وتخوني حزر خد. Наше блюдо готово. Мы должны ее накрыть крышкой минут на 10 до полной готовности, и оно готово к подаче на стол. السلام عليكم ورحمة أحبك سادي همو Взаимоотношения с соседями – особая часть культуры абазин. Ведь это люди, которые всегда рядом. Иметь хорошего соседа считалось всегда большой удачей. Тому, кто собирается приобрести жилье, обычно говорят «Тдзоум хуауата гулат хуа» – «Покупай не дом, а соседа». Народная пословица гласит «Агула агуда везаб», что в переводе на русский означает «сосед сердцу подобен». أحسك واشتاق أول شموك ودق حفوش دوري سريونين. الله يرزق أقع اشتاق أونا حاسب الله يرزق أوك بتاع شرزوم الله. خيرك يلا قولوا لي أنت تشفاه ولا تاخذ من عود طول زراعة شفاه سواش مركز. حمايش تشفاه أما قبيتا. محمد خير قص حساب تا خير بشتا. بار أبارة شموك وجي حزار قد وقوما. يلا خيرتي احنا بتصدر القول يلا شردال حسابيك يدرف سيدرو ما. Культура добрососедства сохраняется у абазин и до нашего времени. Обязательным требованием традиции является приветствие, посещение соседа во время болезни, несчастного случая, выражение соболезнования во время горя, поздравления во время радости. А порой соседи являются распорядителями на семейных торжествах. Соседи оказывают друг другу ежедневное внимание. В отсутствие хозяина присматривают за детьми, хозяйством. Чамопа готова, но что-то гостей наших не видно. Но ничего, зато у нас есть соседи.
также обязательно посылают друг другу часть приготовленной вкусной еды. Эта часть является наиболее почетной. Абазины ее называют гулако, что в переводе «доля соседа».